на 5 минут раньше подключу эфир, чтобы побольше людей успели подключиться. Ровно через 5 минут мы начнем совместный эфир с врачом-кардиологом, с профессором, доктор медицинских наук Андрей Геннадьевич. Он является ведущим научным сотрудником НЦКТ имени Мирахимова. Будет очень интересный эфир в рамках карантина. У вас будет возможность задать вопрос такому мега крутому врачу. И у нас уже есть заготовки вопросов, которые вы отправляли на профиль Денсолог. Очень интересные вопросы. Для меня эта тема тоже интересна, потому что моя мама сама является гипертоником, у отца тоже есть заболевание сердечно-сосудистой системы, да и у многих моих родственников. Вот поэтому эта тема вообще в Кыргызстане актуальна. Почему? Потому что высокогорье — это бич нашего Кыргызстана, что и у людей, так скажем, в возрасте, что и сейчас у молодых. Конечно, сейчас мы поинтересуемся у нашего врача, вот, более подробно, детально. Будет интересный эфир. Поэтому будьте на связи, готовьте свои вопросы. Я больше чем уверена, что и у ваших родителей есть проблемы, есть у ваших родственников, возможно, у вас у самого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Вот. Поэтому жду, чтобы побольше людей присоединились, чтобы побольше людей увидели. Запись сохранится 24 часа обязательно. Вот. Ну, конечно, намного лучше смотреть все онлайн, чтобы задать вопросы и получить на него ответы. После уже получить ответы не получится. Я еще раз повторю, что заготовки вопросов у нас есть. Вы эти вопросы задавали на страничке в профиле Денсолу. Я еще раз всех приветствую. Сегодня у нас очень классный эфир по теме медицины. Вы очень эту тему любите. Я пишу о многом, вещаю о многом, но самая любимая ваша тема — это, конечно же, здоровье. Я подключу нашего врача сейчас и ждем. И мы потихонечку начнем, потому что прямой эфир длится всего 1 час, а вопросов очень много. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, Потайжан. Здравствуйте, дорогие гости. Я тоже вас очень рад приветствовать. Я очень благодарен вам за организацию нашего общения, поскольку действительно в условиях COVID-инфекции вышло так, что многие больницы тоже закрылись, непрофильные имеется в виду. Вот и поэтому наше общение с пациентами ограничено сейчас. И я понимаю, что у пациентов накопилось очень много вопросов, ну, тем более по сердечно-сосудистой системе, по заболеваниям сердца. Я просто представлюсь, чтобы уже так все в курсе были. Меня зовут Лупанов Андрей Геннадьевич. Я работаю в Институте кардиологии, работаю в отделении артериальной гипертензии. Так как вы сказали, что специализированное отделение, которое занимается вопросами повышенного артериального давления. Вот как раз это именно то отделение, которое больше всего интересует, кстати. Да. Очень классно. Спасибо вам тоже большое. Я тоже представлюсь. Я ваш младший коллега. Я тоже. Да, я слышал.
Я врач-диетолог, нутрициолог, и тема кардиологии очень актуальна у нас в Кыргызстане, по-особенному, мне кажется. И действительно, если вопросов очень много, а время у нас ограничено. Прямой эфир Да, длится ага. всего 1 час, поэтому люди Все, постараемся ответить добавляются. на максимальное Да. количество вопросов. Да, и самые интересные, самые такие повторяющиеся вопросы я выписала у себя. И так что, если вы готовы, давайте начнем. Давайте. Давайте, вот первый вопрос такой Меня слышно интересный. хорошо, да? Спросим у наших зрителей. Нас хорошо слышно? Так, если было бы не слышно, я думаю, сразу бы написали. Ну все, пишет Да, да. вот все Да. слышно, да, все Все, тогда слышно. отлично, начинаем. Ну, Андрей Геннадьевич, первое, да, такой вот интересный вопрос. Что такое холестерин? Ну, холестерин – это один из компонентов жира, скажем так. То есть те жирные продукты, которые мы с вами вот употребляем, это жирные сорта мяса, жирные сорта молока, вот особенно много в печени, вот особенно много в почках, то есть во внутренних органах. Желтки яиц – это жир. Вот этот вот жир, попадая у нас в организм, он всасывается и попадает в кровеносное русло. И вот как только, если его концентрация в крови становится выше, чем необходимо, а выше, чем вот необходимо, это для здорового человека выше, чем 5 миллимоль на литр, ну, поскольку многие сдавали там и вот анализ на холестерин, чтобы знали, то он начинает откладываться в сосудистой стенке. Вот именно не в просвете сосуда, а в сосудистой стенке. И вот если он откладывается в сосудистой стенке, накапливается там, то вот образуется атеросклеротическая бляшка. И вот эта атеросклеротическая бляшка начинает суживать внутренний просвет сосуда. Он становится все меньше, меньше, вот и меньше, и, соответственно, крови к тому или иному органу попадает меньше. И здесь я хочу сказать, что атеросклероз вообще это патология распространенная. Имеется в виду, если поразились одни артерии, то идет поражение и других артерий. Другими словами, если есть атеросклероз в сосудах сердца, он также есть в сосудах мозга, в сосудах почек, в сосудах нижних конечностей и так далее. Другими словами, холестерин – это жир, который откладывается в сосудистой стенке и ведет к развитию такого заболевания, как атеросклероз. А атеросклероз, как правило, локализацию и имеет абсолютно любую. И в зависимости от того, где располагается он, идет то или иное заболевание. Это и инфаркт, это и инсульт, это и гангрена и так далее. Другими словами, все эти заболевания как раз и вот обусловлены атеросклерозом, а соответственно высоким холестерином. Спасибо большое. Ну вот холестерин прямо же связан с нашим менталитетом, с нашим питанием у кыргызов. Да, это действительно так, что в значительной степени уровень холестерина все-таки вот обусловлен тем, что мы употребляем с пищей. То есть вот избыточное употребление животного жира, избыточное употребление маргарина, вот избыточное употребление продуктов, в которых содержится жир, как раз и ведет к повышению у нас холестерина. То есть это действительно вот такое вот национальная вот особенность. Да. Но, кстати, Наша, да, скажу здесь, наша. да. Но, кстати, скажу вам, так скажем, по секрету, мы сделали вот одно вот исследование, как раз смотрели питание и русских, и кыргызов здесь у нас в республике. Вот оказалось, что питаемся мы практически вот одинаково. Так что мы все равно перенимаем у коренного населения те привычки Да, питания, которые есть у нас в республике, также потребляем много жира. да. Да, всего. Это абсолютно верно. Да, Так отлично. что здесь все так же. Да, отлично. Следующий такой вопрос.
Какое артериальное давление считается высоким? Ну, здесь есть абсолютно четкие критерии, независимо от возраста, ну, имеется в виду для лиц старше 18 лет, давление выше, чем 140 на 90 считается высоким. После этого уровня выставляется диагноз артериальной гипертензии. До этого уровня это считается нормой. То есть, но для детей там в зависимости от возраста есть специальные нормативы, есть они в табличной форме, поскольку по мере роста давление становится выше, выше и выше. Но оптимальным давлением считается 120 на 80, это точно. Но от 120 до 140 это тоже норма. Спасибо большое. Такой вопрос. Какие вредные продукты мешают работе сердца? Ну, как я сказал, да, уже, что это все продукты, которые содержат избыточное количество жира. Вот все, что я перечислил, жирные сорта мяса, жирные сорта молока, шкурка птиц, желток яиц и внутренние органы животных у нас четко приводят к повышению холестерина. Наибольшее количество, кстати, пищевого холестерина у нас содержится в печени и в костном мозге. Вот это наибольший продукт, который содержит практически, ну, допустим, в 10 раз больше холестерина, чем вот обычный жир. То есть именно печень и костный мозг. Что еще вредно? Ну, это соль, понятно, да? И очень вредно, это в последнее время практически во всех научных изданиях идет, это продукты, которые содержат добавочные сахара. То есть это любые подсластители, это любые напитки типа Кока-Кола, это сладкий чай. Скрытые сахары. Много продуктов. Это скрытый сахар, это добавочный сахар. И вот мы смотрели как раз распространенность рекламы вот этих продуктов, которые, кстати, запрещена реклама. Любого сока, кстати, любых пирожных, еще что-то. А мы это видим очень часто. И дети, как правило, их заставляют родителей брать, родители покупают. Дети с детства покупают, получают добавочные сахара с пищи, что, конечно же, ведет к развитию ожирения, а дальше к развитию сердечно-сосудистой патологии. Потому что ожирение абсолютно четко ассоциировано с повышенным холестерином, с высоким артериальным давлением и высоким сахаром. Это три основные фактора риска, которые есть для сердечно-сосудистой патологии. То есть, вот если это исключить, мы очень многого можем добиться в плане профилактики развития болезней, которые ассоциированы с атеросклерозом. Инфаркт, инсульт, стенокардия, сердечная недостаточность и так далее. Их очень много. Аритмии все возможные, потому что все они ассоциированы с атеросклерозом. Практически все. Спасибо большое. Очень интересный вопрос. Как уберечь себя от инфаркта и инсульта? Сейчас это еще и молодеет, да, у нас? Да. Вот если, скажем так, в середине, в 60-х, 70-х годах прошлого века все-таки инфаркт, инсульт – это прерогатива пожилых лиц была. Да. То есть инфаркт – это 60-70 лет. То сейчас мы видим инфаркты, и здесь в кардиологии, в 20-летнем возрасте у нас встречаются инфаркты. В 20-30 лет инфаркт это уже не новость. Откуда это все идет? Я сказал, что есть 4 основных фактора риска. Это курение, раз. Это артериальная гипертензия, 2. Это сахарный диабет, 3. Ожирение, 4. Вот посмотрите, если мы будем бороться с этими патологиями, то, соответственно, риск развития осложнений, это было показано в финском исследовании, снижается на 60%. Другими словами, 6 из 10 тех, которые позаболевают сейчас, не заболели по болезнями сердца. Другими словами, это борьба с давлением, это отказ от курения, это здоровый образ
жизни. Ну, в отношении питания, да, вот еще, чтобы там не развился ни сахарный диабет, ни вот ожирение. Рекомендуется употреблять больше от овощей и фруктов 3-4 порции в день. 3-4 порции это около 400-300 граммов фруктов от овощей. Плюс это 2-3 раза в неделю, это употребление рыбопродуктов. Это может быть жирная морская рыба, которая содержится специфические от омега-3 жирные кислоты, которые у нас, вот, оказывается, прекрасно вот, и борются с холестерином, прекрасно влияют и на артериальное давление, и на атеросклероз. Больше двигаться, это по 30-40 минут в день, достаточно интенсивная ходьба, ну, чтобы чуть-чуть вспотеть, 5-6 раз в неделю. Все, вот этих рекомендаций хватит для того, чтобы мы как-то себя предотвратили все это. Борьба с курением, еще раз, ожирение, артериальная гипертензия и сахарный диабет. Все 4 кита, на которых стоят сердечно-сосудистые заболевания. Классно. У меня такой сопутствующий вопрос про омега-3. Я об омеге-3 сама много пишу у себя на странице. Я много читала исследования новые, постоянно читаю, перечитываю, так как они часто меняются. И вот как бы кардиологи поделились в мире на два. Это первые говорят, что омега-3 в действительности помогает, так простым языком, прочищать сосуды. Именно омега-3 в виде добавки. А вторая половина разделилась на то, что омега-3 это пустышка, эффект плацебо. К какому типу вы относитесь? К середине. К середине. Да. Суть там заключается в том, что большинство добавок, которые мы используем с омега-3 жирными кислотами, содержат их просто недостаточное количество. Для того, чтобы этот препарат приносил пользу, необходимо употреблять не менее 1 грамма в сутки. То есть вот если вы смотрите лекарственную форму, видите, что там подписано, что там содержится омега-3, как правило, 900 миллиграммов и больше, да, вот эта лекарственная форма как раз та, которую можно использовать. Но в большинстве добавок и БАДов, которые я смотрел, 200, 300. Мало. И все. Другими словами, это будет недостаточно, вот абсолютно. И, конечно же, вот эффекта вот от них нету. Но в отношении вот омега-3 абсолютно четко доказано, что они вот обладают и способностью снижать холестерин, и что очень важно, особенно для больных, перенесших от инфаркта, они снижают риск развития аритмий. То есть многие люди после инфаркта, они вот умирают от аритмий. И, соответственно, от омега-3 они вот обладают стабилизирующим свойством на клетки сердца и не дают возникнуть вот аритмиям, в том числе смертельным. Вот риск внезапной смерти практически вдвое падает. Другими словами, если вы принимаете хотя бы 1 грамм от омега-3, это польза. А вообще-то в рекомендациях по вот, и сердечной недостаточности, и по коронарной патологии, по дислепидемиям, скажем так, это по тем, по заболеваниям с повышенным холестерином. От 1, а лучше 2-4 грамма в сутки. Вот их дозировка идет. В таком случае, да, там будет польза, и она неоспоримая. А к пустышкам, да, вот все остальные вот и БАДы, это, конечно, пустышки будут. Ну да, надо в первую очередь достаточное количество. Состав, да, смотреть на состав. Да, есть конечно. действительно хорошие препараты. Я, оказывается, правильно написала, когда, как сказать, про омегу-3 писала, что вот 1900 когда в составе, это рабочий препарат. Абсолютно верно. Это абсолютно уже... верно, да. Ой, ну, хорошо. Очень. Спасибо за развернутый ответ. Я тут свои вопросы уже добавляю. Так, такой следующий вопрос. Как вести себя после инфаркта миокарда? Ну, вообще, вот инфаркт миокарда – это тяжелая патология. То есть суть ее заключается в том, что часть сердца отмирает.
То есть идет рубец там, и всему остальному сердцу, конечно, приходится очень не сладко. Ему приходится замещать вот оставшемуся жизнеспособному сердцу вот тот рубец, который был. И, конечно, сердце начинает изменять свою структуру, изменять свою функцию. Это очень тяжело. И здесь нам нужно понимать, что все-таки даже если мы перенесли вот инфаркт, то причина никуда не ушла. Атеросклероз все равно остается. И здесь, конечно, абсолютно четко следуем рекомендациям врача. Значит, первое, что мы с вами расписали всю диету, та, которая и была. Это диета с ограничением жира, с ограничением соли, с добавлением фруктов, овощей, рыбопродукты идут. Второе, обязательно физическая активность. Здесь без этого никуда. Другими словами, даже больной, перенесший инфаркт, имеющий сердечную недостаточность, должен двигаться. Потому что движение снижает холестерин и повышает устойчивость сердца вообще к последующим событиям. Третье, что нужно обязательно пить, это нужно пить препараты, разжижающие кровь. То есть причина-то инфаркта была в чем? В том, что эта атеросклеротическая бляшка, она порвалась. И представьте, если мы, я даже покажу, если пораним руку, сначала кровь идет, а потом сворачивается, правильно? Точно так же идет, точно такое же идет и внутри сосуда. Бляшка порвалась, и на месте разрыва идет образование тромба. Для того, чтобы этого не происходило, даже если бляшка порвалась, мы обязательно принимаем препараты, разжижающие кровь. В частности, тромбопол, который мы можем спокойно взять в аптеках, абсолютно доступны, и финансовой нагрузки здесь нет никакого для пациента. И четвертое, что я еще и скажу, после инфаркта, обязательно здесь прямо мы все нужно принимать статины. Это специальные препараты, которые снижают уровень холестерина в сыворотке крови. Плюс они еще обладают массой дополнительных эффектов, поэтому эти 4 пункта, это диета, это физическая нагрузка, это обязательный прием препаратов, разжижающих кровь, и статины. 4 пункта, я считаю, что необходимы. Дальше все решает врач, потому что течение от инфаркта, оно и осложнения, которые шли, они индивидуальные. И соответственно, назначить тот или иной препарат, это решает врач, исходя из конкретной клинической ситуации. Тут уже трудно. Все индивидуально, да? Да, там уже индивидуально будет. Да. Спасибо большое. Вопрос от подписчицы. Во время карантина, сидя дома, поправилась. Появилась одышка, ноги стали отекать. Принимаю таблетки от давления. Не написала, какие. Что сделать, пока пойду к врачу? Ну, это, конечно, ее надо смотреть. Тут необходимо знать, были у нее боли или нет. То есть развилось осложнение или нет. Я так понял, что у нее есть артериальная гипертензия, и она от артериальной гипертензии получает какое-то непонятное лечение. Здесь может быть отеки идти из-за препаратов. Предположим, некоторые препараты, в частности отамлодипин или препараты Ринфара, сами по себе могут вызывать отеки, это ничего страшного. Если же это все-таки идет какое-то осложнение, вероятнее всего, это идет сердечная недостаточность. То есть артериальная гипертензия может прогрессировать и дать осложнение. В таком случае, если у нее нарастают симптомы сердечной недостаточности, нужно назначить диуретики. То есть, да, она может взять и попробовать достаточно безобидный, с одной стороны, а с другой стороны, в настоящее время самый эффективный диуретик – это тригрим. Пусть попробует в дозировке хотя бы 2,5 мг в сутки. Это 2. Третье – это может быть патология вен. В таком случае мы
вдруг там идет или варикоз, или еще что-то, Да. как раз он даст и вот одышку, вдруг там что, и отеки. Поэтому здесь вот индивидуально, но на всякий случай пусть она попробует назначить себе мочегонный в небольшой дозировке и посмотреть, если это действительно ей поможет. В таком случае мы скажем, да, это чуть-чуть декомпенсировала сердечная недостаточность, и все симптомы идут вот оттуда. Но а вообще вот одышка может иметь разных причин. То есть от всего. Это и сердечная, и легочная, и вследствие патологии крови, и вследствие нарушения тканевого дыхания там, при каких-то вот отравлениях, и психогенная. То есть вот эти 5 типов от одышки нам нужно дифференцировать. Ясно, что не видя пациентку, не спрашивая ее, я не смогу ответить. Но самое легкое и самое, вот, что мы можем исключить, попробуйте дать тригрим совсем чуть-чуть. И посмотреть, если начинают спадать отеки, начинает уходить одышка, слава богу, чуть-чуть потерпите, стационары откроются, а потом мы уже будем здесь разбираться. Да. Спасибо большое. Так, следующий вопрос у нас. Есть ли у нас детские кардиологи, где принимают? Да, конечно, есть. И у нас в Институте кардиологии, это кардиохирургия, и в Джале есть, и поэтому в любое, и туда, в принципе, можете обратиться, они посмотрят, это насчет там и пороков сердца и так далее, они всегда смогут взять и посмотреть. Есть. Да. И у нас в кардиохирургии, либо в Джале, там республиканская есть больница. В Ахмадеде, да? В Ахмадете, да. Да. Спасибо большое. Следующий вопрос. Могут ли спортивные пищевые добавки отрицательно влиять на работу сердца? Как вообще влияет белковая пища на сердечную деятельность? Смотрите, если это белки, то в принципе никакого вреда здесь нету. Здесь больше будет влиять, скорее всего, эффект перетренировки. Есть такой термин «спортивное сердце». Потому что спортсмены, они же не просто так потребляют там протеин или еще что-то, они потребляют его для роста мышечной массы, там, еще что-то. Да. И при этом они выполняют достаточно интенсивные, а порой и изнуряющие физические нагрузки. Я сам был спортсменом в свое время, я был мастером спорта по легкой атлетике. И поэтому знаю, что и потом много видел спортсменов, которые из-за перетренировки получали и даже принимая эти пищевые добавки, все равно получали симптомы дистрофии сердечной мышцы. Потому что для нормального функционирования нужны не только белки, но и нужна глюкоза, витамины, микроэлементы. А там этого нету. И, соответственно, один из каких-то компонентов пищи мы поставляем, всех остальных нету. И все равно сердечная мышца у профессиональных спортсменов, если сам режим тренировок неправильный, то часто можно видеть именно спортивное сердце, это дистрофия сердечной мышцы. Со всеми симптомами, это аритмии, это сердечная недостаточность и так далее. Но что хорошо, она лечится. Отлично. Вообще белки, жиры, углеводы должны быть в определенных компонентах, да, в определенных соотношениях. При этом никогда нельзя забывать про витамины и про микроэлементы. Да. Моя работа как раз связана с этим, и когда я своим пациентам рассказываю, что такое килокалории, что такое белки, жиры, углеводы, микро-макроэлементы, просто люди, не знают. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы хотя бы через социальные сети узнали, что такое элементарные вещи, которые, в принципе, нужно знать каждому. Чтобы не было, скажем, переизбытка углеводов. Очень плохо, что у нас нет, Очень плохо, что у нас нет института питания. Да, я сама обучилась в Москве.
Да, Так я как у знаю. нас Вот там не есть было, да, в питание. Москве, Да. да, да. А так как у нас очень много потребляют углеводов в пищу, вот, Да, у нас жиров дисбаланс, тоже, дисбаланс сильный, да. дисбаланс. Да. Да, спасибо большое за такой ответ. Так, следующий вопрос. Какой вид спорта наиболее полезен для сердца? Мгм. Здесь я хочу сказать, что это все виды спорта, которые связаны с динамической нагрузкой. Другими словами, с движением. Мгм. То есть это не бодибилдинг, не штанга, а вот именно то, что идет в движении. Плавание, бег, велосипед, лыжи, все что угодно. Но здесь футбол, волейбол, баскетбол – это для здорового. Мгм. Но если человек уже страдает сердечно-сосудистой патологией, здесь, конечно, режим физических нагрузок должен быть дозирован в зависимости от степени заболевания у человека. Если это артериальная гипертензия, к примеру, то есть еще Мгм. нету болезни сердца как такового, Мгм. но высокое давление уже есть, то этим спортсменам, этим людям, это Мгм. бег, спортсменам, да, это бег, это плавание, ну, легкий бег, да, это Мгм. плавание, это велосипед, это тренажеры, это прогулки горные пусть будут. Ну, конечно, от умеренной от интенсивности. И, конечно, ну, желательно при этом следить за частотой пульса и за Мгм. уровнем артериального давления. Не рекомендованы соревновательные виды Мгм. спорта для больных с гипертонией. Почему? Потому что все-таки у больных с гипертонией большой вклад в развитие патологии вносит именно вот этот вот стресс. А тут еще вот и соревновательный какой-то вот мотивация у них есть, да, то есть от эмоций могут привести к повышению артериального давления. Если же уже какая-то кардиальная патология есть, то, конечно, здесь все-таки некоторые вот ограничения есть. Бег, плавание, велосипед – это самое лучшее. А ходьба Это утренняя? ходьба еще лучше. Это всем пациентам мы рекомендуем, если вы не можете там бегать, плавать, там еще что-то, обычно 30 минут ускоренным шагом, лучше вечерние часы. Вот объясню почему. Мгм. Вот все считают, что утром. Это неправильно. Мгм. Мгм. Утром как раз у нас идет просыпание и активация всех систем в организме, в том числе там адреналин становится выше, там, ну, Мгм. многие гормоны. И вот эти гормоны сами по себе приводят к повышению артериального давления, без всяких вот и нагрузок. Мгм. Другими словами, если еще и нагрузку утром дать, то уровень артериального давления станет еще выше. Мгм. И вот это было замечено многими кардиологами, что наиболее часто все неблагоприятные сердечно-сосудистые события происходят под утро Да, или в да, да, раннем да, да, часе. да, да. Поэтому физическая нагрузка лучше вечером. Отлично. У меня Перед мама сном. раньше ходила по утрам, а сейчас вот А ходит по теперь вечерам. вечером. Да, Вот сейчас это ходит по правильно делать. вечерам, вместе ходим. Вот правильно делать. Вот и ходите, да. Спасибо большое. Так, такой интересный вопрос. У сына Мгм. выявлен пролапс митрального клапана, а он Мгм. занимается борьбой. Можно ли ему? Мгм. Не написали Ну, вот. смотрите, да, здесь все зависит от тяжести этого порока. Ну, это даже вот и не порог. До 25 лет это, скажем так, можно взять вот и пройти Мгм. сам Мгм. пролапс. Там суть в том, что несколько уходит створочка митрального клапана из левого желудочка в левое предсердие. Мгм. И кровь идет обратно из левого желудочка в предсердие, а не в от аорту, как это необходимо. Если регургитация небольшая, Мгм. допустим, ну первой степени, до 3 миллиметров, то ничего страшного, с годами это может пройти. Но если регургитация большая, и действительно это отражается на структуре сердца, а там будет увеличиваться левое предсердие,
то в таком случае нет. Конечно, тяжелые виды спорта уже не показаны. Все-таки вот в данном случае я считаю, что нужно вот обратиться к врачу, посмотреть, если это пролапс высокой степени, с большой регургитацией, это вот обратный ток крови, то здесь в данном случае вот такие, скажем так, тяжелые виды спорта я бы не вот рекомендовал. А обычная физзарядка, да, пожалуйста. Еще раз подчеркиваю, что пролапс мы стали диагностировать все лучше и лучше. Практически у каждого третьего пролапс есть. Другими словами, это та патология, о которой раньше-то, в принципе, вот и не знали. Как только эхокардиография у нас вот и появилась, когда мы стали видеть сердце вот так, в таком случае мы его стали вот и диагностировать. А раньше в большинстве случаев жили с пролапсом, вот и не знали. И не знали. У меня у Да. самой есть пролапс, тоже Так первой что ничего степени. страшного. Если И первый, как бы, это да, ничего страшного. без Это ничего особенностей. страшного. Без особенностей, абсолютно верно. Спасибо Можно все большое. делать. Так, у нас что-то чуть-чуть Такой открывается. интересный вопрос касается и вашей работы, и моей. Какие витамины и микроэлементы нужны для работы сердца? Все. Все, абсолютно все. Потому что, ну, сказать, что, допустим, нужен витамин В1, а В6 нет, да? это неправильно. Да. Это же абсолютно нет. Другими словами, у нас в клетках сердца есть сотни ферментов, которые отвечают за ту или иную работу сердца. Да, это и сокращение, это там, ну, всякие сложные вот, и механизмы, это предотвращение от аритмий. И во всех ферментах содержится, предположим, цинк, селен, магний, кальций. То есть все эти микроэлементы необходимы. Если идет вот чуть-чуть нехватка или микроэлемента, или витамина, это вот обязательно отразится на работе сердца. Обязательно. Но на вот и более, чтобы вот авитаминозы взять, которые бы действительно резко нарушали работу сердца, это В1. Из микроэлементов это, конечно, кальций, это магний, это цинк, это селен. То есть вот эти вот обязательно. Ну, это все есть, вот, предположим, поливитамины взять, там все это есть. У нас что хорошо, в наших лабораториях уже есть эти анализы, можно сдать и посмотреть прям точечно, чего именно не хватает. Это очень здорово, я считаю. Это хорошо. Да, спасибо большое. Следующий вопрос лично вам такой. Трудно ли быть кардиологом? Так, еще раз. Трудно ли быть кардиологом? Ну, в принципе-то да, но зато интересно. Ну, тут трудно ответить так сразу. Ну, я еще раз скажу, очень вот интересная специальность, потому что, ну, очень нужная быстро специальность, важный очень орган. нужная, да. Но она вот и действительно не трудная, тебе могут и позвонить и ночью, и еще что-то. Это, конечно, вот здесь, конечно, да. И еще одно, вот я хотел подчеркнуть, что про вот лекарства. Дело в том, что все наши лекарства, они не безразличны для вот организма. То есть любое наше лекарство мы всегда выбираем, где польза, где вред. То есть вот любое кардиологическое лекарство можете поназвать, везде оно оказывает какой-то вред. И может, и даже очень с тяжелыми последствиями. Поэтому, ну, всегда назначив лечение, очень часто вот переживаешь, а так ли это, и вот думаешь, еще что-то. Потому что всегда есть, всегда есть риск. Ну, а так, в принципе, но еще раз говорю, это интересно. Классно. Никогда сама не думала стать кардиологом. Но, конечно, в студенчестве мы любили, так скажем, этот предмет. Спасибо большое. Так, следующий вопрос. От подписчицы. После сильных переживаний появляются боли в сердце. Стоит ли на это обратить внимание? Обязательно стоит. Вот боли
скажем, в области сердца, они могут быть вот обусловлены не только патологией сердца. Это может быть сердце раз, это может быть перикард, это может быть легкий, это может быть плевра, это может быть пищевод, это может быть позвоночник, это может быть какой-то вот даже психогенная боль. То есть боли очень много. Но из них наиболее опасные, скажем так, это боли, которые связаны с заболеваниями сосудов сердца. Это как раз вот эта самая стенокардия, этот самый инфаркт миокарда. И если боль есть, то, конечно же, тут надо четко обращаться к врачу. Абсолютно четко, потому что любая боль сердца, мы в первую очередь вот исключаем стенокардию, исключаем так называемую коронарную болезнь сердца или болезнь, ассоциированную с атеросклерозом коронарных сердечных артерий. Вот обязательно любая боль должна вас настораживать. Особенно вот эта вот боль, которая является коронарной, она провоцируется двумя моментами. Либо это физическая нагрузка, либо это психоэмоциональный стресс. Так что у нас есть уже связь боли с психоэмоциональным стрессом. Это всегда подозрительно на коронарную патологию. Ну и, конечно, нужно знать возраст и так далее. Потому что, в 20 лет вряд ли. Это что-то другое. А вот в 45 это вероятнее всего там надо искать стенокардию. Если вы по вашей части как бы все нормально, то уже можно направлять другим. То в таком случае, нет, в таком случае мы вот обычно разбираемся здесь сами. Но если у нас в отделении, то мы можем, в принципе, на себя и гастроэнтеролога вызвать, посмотреть все со стороны легких, со стороны позвоночника, невролога и так далее. То есть все это будет решаться здесь, в отделении, чтобы мы уже четко дифференцировали, с чем связана эта боль. Спасибо большое. Так, следующий вопрос. Тоже очень интересный. Могут ли боли в спине быть связаны с сердцем? Также бывает в области лопаток, рука, да? Левая, да, могут говорят часто. Да, могут быть. Дело в том, что есть несколько видов стенокардии, и одна из них атипичная. Атипичная стенокардия – это та, которая характеризуется тем, что боли, которые возникают, они возникают в месте, куда обычно отдают. Ну, по-медицински это называется иррадиируют. Вот обычно для стенокардии характерны боли за грудиной, но вот иррадиируют либо в шею, либо в руку, либо под лопатку. Но при атипичной стенокардии боль может быть в том месте, где она иррадиирует, а вот в типичной локализации ее нету. Да, может быть, и поэтому, на всякий случай, надо прийти, обследоваться, там, минимум обследования сделать. Провериться и исключить, да? Да, особенно если мы же всегда в комплексе смотрим. Мы смотрим и возраст, другие анализы, смотрим другие локализации атеросклероза, предположим, сонные артерии, бедренные артерии. То есть, если вот мы отыскиваем там высокий холестерин вот у пациента есть, да, давление есть, неправильное питание есть, конечно же, боль в спине вполне может быть ассоциирована с сердцем. Спасибо большое. Так. Следующий вопрос. Пью лекарства от давления. Не написали какой. А давление все равно повышенное. Что это может быть? Нет, это ничто может быть. Дело в том, что просто у пациентки, видимо, не подобрана антигипертензивная терапия. Ну, то есть терапия от давления. То есть может быть так, что пациенты пьют, допустим, регулярно, очень следят какой-либо один препарат. Но в настоящее время считается, что это очень мало. В настоящее время мы сразу идем на комбинацию лекарственных средств. То есть сразу поназначается два препарата. Сразу. Только у очень ограниченного контингента пациентов мы можем начинать лечение с одного. Это в очень пожилом возрасте, предположим, когда смысла нету перегружать лекарствами его. У молодых пациентов, одним словом, есть специальные показания.
Но обычно это двойка идет сразу. Если двойка не срабатывает через 4 недели, 3 препарат идет. То есть мы подбираем лекарственную терапию, которая больше подходит пациенту. Я считаю, что там просто не что-нибудь это может быть, это ничего. Это просто не до конца подобранная антигипертензивная терапия, и все. И это встречается очень часто. Кстати, Нужно менять, да? Нужно менять. Нет, может быть, что-то добавить. То есть нужно Добавить. просто вот обратиться к врачу, да, он может добавить, предположим, второй или третий лекарственный препарат, чтобы взять и скоррегировать вот артериальное давление. Я хочу сказать, что вот это очень какой-то вот бич, в принципе, идет, что вот вроде мы очень много там читаем лекций, там еще что-то, ну, имеется в виду врачам. И все равно, несмотря на это, эффективно контролируется давление, вроде они работают. Несмотря на это, эффективно контролируется давление, то есть достигают они меньше, чем 140, 90 миллиметров ртутного столба, только процентов 25, не больше. У всех остальных, но почему-то остается повышенным. Как правило, где-то больные сами не принимают или бросают принимать лекарственные препараты. Либо где-то врач не подрабатывает что-то. Ну вот где-то, ну только четверть из получающих лечения лечит эффективно, скажем так. Это правда. У меня такой сопутствующий вопрос. Вот когда от гипертонии лечатся вот постоянно, да, они пьют определенные препараты. Нужно ли их с течением времени менять, скажем, через 2-3 года? Или на одних препаратах, то есть до конца идут? Ну, в принципе, вот до конца этого нет. Медицина развивается, препараты развиваются, и поэтому мы все равно меняем, да. Но я хочу сказать, что современные препараты от давления, они очень мягкие. Фармкомпании стремятся сделать, чтобы было минимум побочных вот эффектов. К ним нет привыкания. И поэтому нет смысла менять подобранную терапию какого-то конкретного пациента. То есть вот если мы подобрали лечение там, или в стационаре, или врач на вот, амбулаторном звене взял, подобрал, допустим, вот и принимают, если побочных эффектов нет. Все, то есть есть абсолютно четко подобранная терапия, смысла менять нет. Вот если где-то вот идет сбой, а это может быть, потому что гипертоническая болезнь по своему определению это заболевание хроническое. И как для для любой хронической патологии, для нее характерны периоды от обострения, а потом ремиссии. То есть, действительно, от обострения нам придется что-то вот изменять. Но если мы если мы добились ремиссии, то не стоит эту ремиссию понарушать и там изменять схемы лечения. Как подобрали, так и дай бог. 3, 4, 5 лет пьет, вот и давление вот и не повышается, это же отлично. Отлично. Да, и, кстати, если у пациента в течение года на подобранной терапии давление не повышается, то такая стратегия есть шаг вниз. То есть мы можем идти на частичную отмену или уменьшение доз лекарственных. Да, это возможно. Другими словами, мы в ремиссию вводим, а потом уже мы, в принципе, можем отменять. Можем. И такая стратегия тоже есть. Отлично. Спасибо большое. Следующий вопрос. Сейчас все говорят про атеросклероз. Что это и опасно ли это? Мы вначале, да, говорили? Да, ну я вот и начал, в принципе, с атеросклероза. Вот и сказал, это то заболевание артерий, заболевание системное, по всему от организму вот идет. И заключается в том, что холестерин и другой жир, скажем так, ну в основном это холестерин, откладывается именно в стенки артерий, именно в стенки. И растет атеросклеротическая бляшка, которая закрывает просвет сосуда. Просвет становится все меньше и меньше. Другими словами, кровь по такому сосуду идет с трудом.
А вот клиническая картина атеросклероза будет зависеть от того, в каком он органе. Если это в сердце, это стенокардия, инфаркт. Если это в мозге, это инсульт. Если это в почках, это гипертензия будет, вторичная, почечная. Если это в брюшной стенке, это брюшная жаба будет, это боли, связанные с питанием, с приемом пищи имеется в виду. Если это в сосудах ног, это боли при ходьбе, вот именно в икроножных, в бедренных мышцах, да? Это гангрена, вплоть до гангрены идет. Другими словами, клиническая симптоматика атеросклероза зависит от того, где находится эта бляшка. Так что, ну, конечно, опасно. Это атеросклероз, зависимые заболевания или заболевания, связанные с атеросклерозом, занимают прям явно лидирующую строчку смертности на население, ну, практически всех стран мира. Ну, может быть, за исключением от Африки, где инфекция. А так это для всех стран, в том числе и для наших. У нас тоже, да. Спасибо большое, да. И такой интересный вопрос для меня тоже. Если у родителей есть заболевание сердца, то будет ли оно у меня тоже, ну, генетическая предрасположенность? Здесь смотря что за заболевание. Но я хочу сказать, что в основном все заболевания сердца по наследственности все-таки не передаются. Есть какой-то генетический компонент, но он не велик. То есть в основном все заболевания сердца мы делаем сами себе. Какая-то наследственная предрасположенность есть. Да, она есть, но она фоновая. Но если человек там правильно питается, двигается, зарядка, там все у него хорошо, не курит, то в принципе он может избежать вот заболеваний сердца. Вот так сказать, чтобы из достаточно распространенных, и то там распространенность не более 1% от жителей всех, это семейная гиперхолестеринемия. Вот там действительно очень четко ген передается, и у носителей гена этого у них очень высокий уровень холестерина, как правило, выше 10 миллимоль на литр. Вот там, да, мы всегда подозреваем, что это семейная гиперлипидемия, гиперхолестеринемия, и, конечно, там уже и тактика лечения, и все другое идет. Если есть семейная, значит, есть смысл, наоборот, держать диету, следить за питанием, да? Есть смысл заняться собой, если есть, да. Предрасположенность, да? Предрасположенность. Ну, конечно, да. Да. Есть смысл, наоборот, больше заняться своим здоровьем. Больше двигаться, все правильно, больше двигаться, правильное питание, заняться собой, здоровый образ жизни, да. Генетический вклад не более 20-25% идет. Все остальное это наш образ жизни. От себя, да, от себя. еды. Да. Почему вот ты помолодел от инфаркта? Генетика осталась та же. Что у нас изменилось? У нас изменился образ жизни. Да. Верно? Мы стали фастфуды, меньше двигаемся, сотка. Да. Все. Лифт, машина. Машина, двигаться ноль. Все. Вот из-за этого у нас молодеет инфаркт. А не потому, что генетика изменилась. Генетика как стояла, так она и есть. А вот все остальное изменилось. Просто легче же сказать, что вот у меня генетически, и вот я тоже вот такой. Людям легче сказать отговорка. Да. Я сказал, что вот, насчет семейной гиперхолестеринемии, да, там действительно чрезвычайно высокие цифры холестерина, и там дети в 10 лет при определенной форме могут заболеть инфарктом. Но это другое. Это другое. Это редкая встречаемость вот такой формы, которая может в 10 лет дать инфаркт, это 1 на миллион всего лишь. А все остальное это наше. Это мы сами делаем. Да. Андрей Геннадьевич, спасибо. Практически час прошел, представляете? Да, это быстро пролетело, да. Да, на одном дыхании. Я думаю, что было нашим зрителям интересно. Я бы хотела еще задать вопрос. Вот пишут хотя бы пару вопросов. У нас есть пару минут. Я бы хотела прочитать. Сейчас я посмотрю, какие... Здесь один человек много повторял один и тот же
вопрос. Я думаю, что-то у него серьезное. Сейчас, секунду. Мама перенесла прединфарктное состояние. На ЭКГ поставили диагноз. Вертикальное положение, электрическое сердце. Неполная блокада правой ножки пучка ГИСа. Это опасный диагноз и можно ли вылечить? Так, это просто заключение от ЭКГ. И я хочу сказать, что если бы не от инфаркт в анамнезе, я бы сказал, что это нормальная кардиограмма. Потому что неполная блокада правой ножки – это вариант нормы. А вертикальное положение от электрическое от оси сердца – это тоже норма. То есть сердце может располагаться у нас либо горизонтально, либо нормально, либо вертикально. То есть это просто от электрического ничего в отношении работы сердца, от аритмии, это ничего не значит. А неполная блокада правой ножки в ряде случаев вариант нормы. Если вот она может быть с детства. Если же ее вот и не было, а появилась вдруг, ну, в принципе, из-за самой неполной блокады ничего не будет. Нужно искать причину, от чего возникла она. Но, в принципе, это может быть вариант нормы. И вот, судя по заключению, вот тому, что здесь идет от ЭКГ, я даже не вижу, что у нее от инфаркта. Они не описывают здесь инфарктные изменения. Или был это мелкоочаговый от инфаркта, который проходит, и потом на электрокардиограмме его не видно, либо его вообще не было. Может быть и такое. Да, но по этой кардиограмме это, если не знать от анамнеза от инфаркт, я бы сказал, это норма. Спасибо большое. Тут такой вопрос интересный. Как корректировать высокий уровень холестерина и ЛПНП, липопротеиды низкой плотности? Низкой плотности, да. Статины, вопрос, по некоторым статьям и данным они неэффективны. Ну да. Вот тут они не правы. Мы сами смотрели, и сколько мы практически всем поназначаем статины. Сейчас по новому руководству это вот обязательно по руководству по гипертонической болезни. Вроде никакого отношения к липидам нету, да, там холестерину. Но однозначно и даже в руководстве по АГ, артериальной гипертензии, очень четко прописано, что практически у всех пациентов с АГ нужно назначить статин. Практически у всех. И нужно достигать определенного уровня холестерина. Лучше, если это холестерин ЛПНП, как там сказали, чуть меньше, чем 1,8. Потому что именно этот уровень холестерина предотвращает у нас развитие атеросклероза. То есть, в первую очередь, это, конечно, статины. Неэффективны они не могут быть. Есть вариабельность их от эффекта. То есть у кого-то снижение холестерина идет на 20%, у кого-то на 70%. Это может быть. И вот здесь, кстати, это имеет роль генетическая предрасположенность к эффективности статинов. Вот это есть. Но чтобы сказать, что полностью статины не эффективны, это не может быть. То есть или неправильный прием, или неправильный статин, или неправильная лаборатория, но такого быть не может. Для усиления от эффективности статинов действительно мы можем дать отозетимиб, он может появиться скоро здесь у нас в республике, или там новый класс лекарственных, или дайте вот те же самые от омега-3 полиненасыщенные вещества. Хотя бы. То есть, да, но статины стоят на первом месте. Ой, спасибо большое. Вы знаете, у нас очень много вопросов задают, но, уважаемые подписчики, давайте у нас еще время ограничено. Я понял. Да, у врача выкрали 1 час, чтобы как-то вот помочь некоторым с такими вопросами. Я хочу поблагодарить вас, Андрей Геннадьевич. Спасибо вам большое. Очень классном времени в мире мы сейчас живем, когда можно таким образом вещать о таких хороших и нужных моментах, и тем более связано с вашей специальностью, да, именно по сердцу. Спасибо большое за эфир. Да, спасибо, Айжан, вам.
спасибо всем гостям и всем здоровья. Всем удачи, здоровья, особенно в условиях этой коронавирусной Да. инфекции. Да. Так что всем удачи, вот не болейте. Здоровья. Всем здоровья, да. До свидания. Спасибо большое. Счастливо, счастливо вам тоже.